Да. Здравствуйте, вы Джанат? Да, это я. Я бы хотела с вами встретиться. Можете подъехать в кофейню Нова к 4 часам? Хорошо, я подъеду. Спасибо, до встречи. Что приехал? Я пиццу не заказывал. Смешно. Сен не телефон албай, ертең чалатамсың, албайсың. Что за дела? Спал я? Пора бы привыкнуть к тому, что у меня день начинается в обед. Қантип болсын, брат, это не дело до обеда спать. А что дело? Пиццу развозить? Зато, брат, я честно на свой хлеб зарабатываю. Я, между прочим, людей обманываю только тогда, когда им нужна моя помощь. Брат, надо быть самим собой. Кто бы говорил? Ты свою девочку возишь по этим театрам и музеям, в которых тебя самого тошнит. Ты из себя настоящего не показываешь. Ты врешь, получается? Зато я ее люблю, брат, ты не понимаешь. Это все, я поехал. Ключи соседки оставь. А есть похавать что-нибудь? Пиццу закажи себе. Ага, смешно, блин. Добрый день, я Джанат. Здравствуйте, Джанат. Я из село. Красивое имя, да? Спасибо. Я сейчас про свое. Что у тебя? Джанат, сегодня вечером мне нужен парень. Для того, чтобы познакомить с моими родителями. Мои родители против отношений. Подожди. Что я должен делать? Вам нужно будет, так скажем, сыграть моего нового парня, но неадекватного. Для чего? Твоя семья любит неадекватных? Нет, вы что? Для того, чтобы мои родители смогли сравнить вас с ним и разрешили выйти замуж за него. Так скажем, это моя последняя попытка. Если не получится у вас, то не получится ни у кого. Понятно. Мои условия знаешь? Да, я в курсе. Там гонорар, все дела. Ты меня разбудила. Зачем так громко разговаривать? Уже 2 часа дня. Ты и так целыми днями спишь. А что ты делаешь? Я записалась на курсы кулинарии. Теперь буду тебя каждый день баловать своими экспериментами. Когда ты все успеваешь? Как белка в колесе. Ты о моей работе? Ну? Кажется, отелет пришел. Сейчас. Привет. Приветик. Извини за опоздание от тебя. Ой, спасибо. Жанна, забери, пожалуйста. Привет, Акелек. Как дела? Нормально, как у тебя? Хорошо. Спишь все еще? Да. Че, куда собираетесь? Пообедаем, погуляем. Молодцы. Погода хорошая, тоже погуляем. Пожалеешь. Все, ладно, Жанна, пошли. Давайте. Брат, помоги мне сыграть моего парня. 500 плачу. От души. Не-не-не, ты меня не понял. Я парням не помогаю. Штуку плачу нала. Джанат, Джаня, знакомься, это Эрик. Очень приятно. Давай, ну Джан, пей, давай. Пей, до дна. Ты супер. Молодец. Не-не-не, ты меня не понял. Тут дело не в деньгах даже. Я не такой просто. Я тоже не такой. Просто я не знаю, как свою девушку отшить. И пришлось сказать, что я... Ты ничего лучше придумать не мог? То, что в голову пришло. Ты же мужик, скажи правду. И все. Паришься. Брат, 2000 оплачу. Пошел. Тут очень вкусно. Да, здесь самая вкусная рыба. Откуда ты знаешь? Ты же не ешь рыбу. Почему нет? Ем иногда только. Попробуй с тем соусом. Очень вкусно. Айгерим, я люблю тебя. Адилет,
Мы договаривались. Мы вместе работаем. Мы друзья. Не надо ничего скучать. Мягерем я должен был это сказать. Разве лучший друг не может признаться в том, что влюбился в тебя с первого взгляда? Люблю тебя уже целых 3 месяца и 18 дней. Ты считаешь дней? Гирим, давай начнем встречаться по-настоящему. Атлет, нет, ты мне как друг. Мне пора ехать. Может, поедем? Поехали. Пап, мам, geldi. Geldi be. Dostlar be. Sana bak, gel. Canat. Canat. Жанат, бұл менің ата-енем. Атам Құлыбек, мамам Чолпон. Аябай сағындым. Сасырым, алтыным менің. Кімнің қызы екенсің? 2 жыл сенесіңер. 20 жылдай өтті. Сүйгенін, өшкенін естіп. Армиядан қайра қашқым келіп. Пап, баса пап, мам дей берсем болар еді? Мақұл. Пап, bir таза насип болса беріп тұрғылачы. Кетіп отқанын таштап кетем. Бұл шындап айтқанда өліп қалыптыр. Көзіңді açsın. Gel öt şurayı. Göz aç. Gel. Мам, базалық. Gel. Öt ol, öt. Ooo! Stolun üstüne aябай жайнатқансыңар ғой? Bizдағы мейман келеді дегенде дастарханды дайындайды да. Келіңіз, сіз төрге отырыңыз. Sen otur oraya bir de. Мам, отырыңыз. Жүржан. Otur. Сіздер қызыңарды күйеуге бере албай әлек, арақ іле тұрғансыңар ғой. Кел, пап. Опа. Қашық салаттан ал. Мам. Опа. Ай, қош. Пап, сіздер өзіңер служба қылыңар бе? Кел. Армияда бұл. Мен Чехословакияда қызмет қылғам. Айтшы адам, сен өз қалауыңмен барып қызмет қылып отасың ба, же сені атайын қинап алып барышты ба? Жабай. Өзім әле? Мен айылда жүргенде бір қызды босытып қойып, түрмеден қачып, армияға кетіп қалам болчумда. Баса, сөтін көрсетейін балам бар. Ұқсас екен бе? Көрдің біздің бала қандай красавчик болды? Сен Айсыл өкіңер қаяқтан таныштыңар біле? Мам, что за вопрос? Қайдан танысмақ елек? Албетте, агенттен танысқанбыз да. Кішіне көңілді отыралды да, пап, менден бір тауышмақ. Чұңқырға маймыл, ешек, чочқа түшіп көреді. Кім бірінші чаты ойлайсың? Маймылда. Ешек тоғышын тойлап тұр да. Не, тарын қалмар. Yok, neге тарынбағылы. Чочқа да тарынбап тұр да. Мам, тарелка сынбайды да? Жігіт мұндай да. Бұл сен службада жүргенде қызымыз бір жігітпенен сөйлесіп қалды да. Мына Алтұрғай үйге келіп кетті. Баға еміз салт екен, құлағына сөйкеде салып кетті. Тұрмыштар қандай болып өткен бала? Бес қол деген тең емес, сен де бұндай тура түсінсің керек. Дима! Дима дейін! Ой! Отырыңыз. Жыланса. Пап, қызыңызды маған бересіз бе? Чё, как? Что-то ты переборщил, Жанат. Если бы я не переборщил, ты бы своего парня не вернула бы. Ну, как бы ни было. Ты же твой гонорар. Отличная работа. Если что, обращайся. Приятно было иметь с тобой дело.
Здравствуйте. Это Джанат? Да, я слушаю. Мне нужно с вами встретиться, мне нужна ваша помощь. Я помогаю девушкам и женщинам, но не парням. Это не телефонный разговор. Да говори, что там у тебя. Очень долго объяснять. Давайте встретимся и все обсудим, хорошо? Ну я освобожусь только в 4. Я вам скину адрес смс-кой. Все хорошо. Спасибо. До встречи. О, қандай? Жақсы. Башан, что тыңдаш керек қой? Неге? Не опоздал с этим. Ты про это? Сезон заката заканчивается. Начинается безденежье. Да, оцени, какую песню Джанари написал. What would I do without your smile, mom? Driving me in, you kicking me out. Got my head spinning, no kidding. I can't to pin you down. Только не говори, что сам сочинил. Отвечаю, брат, я сам сочинил. И ты у нее такими песнями только жалость вызывать будешь. Да хорош, Джанара не такая, да? Все они такие. Не зарекайся, давай, я пошел. Ты пока побегай, я посреди людей. Звонит, пишет. По WhatsApp фотки отправляла. Ранит, короче. А ты чё? А я ничего. Сегодня с ней встречусь. Не вздумай, брат, она моя сестренка. Она твоя соседка. Ей всего 16 лет. И у нее, между прочим, парень депутат. Недавно мне бутерброд сделала. Нарезала хлеб толщиной 3 пальца. Она вообще готовить не умеет, она особенная. А что ты меня с ней никогда не знакомишь? Ты даже мне ее фотки не показывал никогда. Она фототься не любит, тем более у нее телефона нет. А стихи ты еще по почте отправляешь? На пейджер скидываю. Очень смешно. Я жениться хочу, брат. Ты че гонишь, бак? Это ты сам гонишь? Играешь временных парней. У тебя даже серьезных отношений не было. Тебе скоро 30 будет. Что ты будешь после 30 делать? После 30 я буду временным мужем. А после 40 временным папой. Кому-то же надо на родительские собрания ходить. Хорошо, потренировались. Все, может, покурим, брат? Ты что, дебил? Кто курит после тренировок ментов? На мой папа. Твои так твои, что? Ладно, мне еще кое с кем встретиться надо, я поехал. Может, докинешь? Пойдем. Я люблю одну девушку. Мы с ней вместе работаем. Но она воспринимает меня только как друга. Мне этого мало, я хочу больше, понимаешь? Что я должен делать? Я хочу, чтобы ты стал еще одним ее ухажером. Чтобы она могла сравнить тебя со мной. Я немного тебя не понимаю. Прежде чем полюбить меня, она должна возненавидеть тебя. Я хочу, чтобы ты устроил ей нелепое свидание. В тот момент я буду ухаживать за ней идеально. Адилет, ты немного не понял меня. Я помогаю девушкам, а не парням. Ну ты и помогаешь девушке. Каким образом? Я сделаю ее счастливой. Откуда ты знаешь? Я сделаю все для этого. Это все равно нереально. Я не возьму за это. Я заплачу тебе тройную цену. Плюс все расходы возьму на себя. Послушай меня, Адилет. Если она твоя судьба, она с тобой без твоих денег будет. А не вот этим способом, которым ты решил. Удачи. I believe I can fly. Oh, I believe I can touch the sky. Чё? Что-то не нравится? Think about it every night and day, and my flowers come far away. Как здоровье, братан? Пойдет нормально. Ты не двигайся, тебе же нельзя. Блин, печально получилось, если честно. Я как-то выехал, ты выбежал, не успел я затормозить. Я же не специально, брат. Ну да. Собственно, вот деньги. Это на лечение. Не, брат, ты чё? На, бери. Не, возьми, братан, здесь Да не $500. надо, не переживай.
Возьми, это все, что я смог собрать, братан. Честно, я тоже хочу помочь, мне неудобно перед тобой. Не надо мне, брат. Ну, тут мало просто, брат. Извини. Ну, мало. Ты что, уладил? Походу, да. Когда приступать? Чем раньше, тем лучше. Тебе еще с ментами надо раскидать. В принципе, я могу завтра начать. Только мне ее данные некоторые нужны будут. Все данные здесь и здесь. Ей 23 года. Живет с подругой. Любит джаз, Айтматова, сладко. Не сидит в соцсетях. В общем, вся информация вот здесь. Ты не маньяк случайно? Нет, я просто влюбленный парень. Слушай, влюбленный парень, максимум 2 недели. Устраивает такой срок? Устраивает. Слушай, как это у тебя получается? Ловкость губ и никакого мошенничества. Давай, давай. Только без языка, хорошо? Девушка, я подсяду? Нет. Спасибо. Просто больше негде сесть. Там в конце Джона убьют. Вы что-то сказали? Да, я читал это произведение. Поздравляю. На вашем месте я бы почитал произведение Чингиза Айтматова. Например, Джамилю. В наше время мало читающих парней. В наше время настоящих парней-то мало. Как и читающих девушек. Тебя как зовут? Малика. А я Элвис. Элфис. Малика? Айгерим. Так бы сразу. Я женат. Игорем, я с удовольствием с тобой еще поболтал бы, но времени больше нет. Ты меня, надеюсь, простишь. Это вам передали. Приятного аппетита. А знаешь, что ко мне сегодня подкатило? Кто? Помнишь, год назад парня на моем дне рождения? Ты не хочешь меня угостить порцией себя? А я тебя угощу порцией текилы. Да ладно. Он когда трезвый, такой же самовлюбленный и самоуверенный. Прислал мне торт со своим номером телефона. Короче, приглашает меня на свидание. И ты согласилась? Нет, конечно. Я что, дура? Ну ты дура. Тебе уже давно пора завести отношения. Ты думаешь, если он мне тогда не понравился, он мне может понравиться сейчас? Обычно парни начинают нравиться со временем. Чтобы встречаться, не обязательно же влюбиться с первого взгляда. Ну, не знаю. Помнишь, я тебе говорила, в твоей жизни не хватает разнообразия. Ты сама не заметила, как стала серой мышью. Работа, дом, работа. И иногда ужин. И то с другом. А Дилет хороший парень. Вот, вся твоя жизнь в 3 словах. Тут не надо ничего делать, чтобы обязывать себя к чему-то. Просто сходишь на свидание. Может понравится, если нет, то что? Что ты от этого теряешь? К тому же, Айгерим, нам уже по 23. Тем более, ты никогда ни с кем не встречалась. Давай, звони. Ты что, дурак? За кого ты ее принимаешь? Как так вообще девушек можно на свидание приглашать? Послушай меня. Братан, каждая девушка в своей жизни ждет умного и наивного парня. Я все делаю наоборот. Я играю самого себя. Если она не перезвонит? Не позвонит, значит она умная, порядочная, а главное воспитанная девушка. Она такая. А вот и она. Перезвони, я занят. Что там? Он занят, говорит, перезвони. Нормально. Что это было? Ну, обычно после такого девочка смс-ку пишет. Какая дура после этого смс напишет вообще? А, напиши смс, может он тебя не узнал? А вот и смс.
Все? Девочка наша? В смысле наша? В смысле твоя? Что это? Нормально? Не надевай это. Я думаю, вот это лучше. Ты же просто собираешься прочистить ему мозги. Надо спустить в унитаз его самолюбие. В общем, Жанна, Айгерим, она очень стильная, не любит дешевые забегаловки и очень сильно любит романтику. Слушай, Адилет, ты кто по профессии? Менеджер строительной компании. Я тебя не учу разводить людей на испанский кафель, сделанный в Китае. Вообще-то его в Турции делают. Вот и ты меня не учи. Договорились? Хорошо. Джанат, мне нужен результат, понял? Я нормально выгляжу? Да. Привет. Привет. Ты что, не готовый? Знакомься, это моя подруга Жанна. Джанат, очень приятно хотел сказать, но передумал. Ну ладно, Айка, я спать. Пока, Жан. Ты хоть знаешь, куда мы поедем? Правило 3К, кино, клуб, кафе. Ты плохо наш Бишкек знаешь. Поехали. Правила просты. Не высовываешься, прикрываешь ближнего. И самое главное, не попадайся мне на глаза. Мы сегодня в разных командах. Короче, вон ту в желтом не трогайте, она моя. А остальных убить. Все поняли? Погнали! Давайте вон тот ряду убьем поскорее. Проще простого. Раз, два, три! Привет. Угадай, где мы были. Где? Вот, полюбуйся. Он что, тебя бил? Он стрелял в меня. Мы были на пейнтболе. Пейнтболе? Да, этого я не ожидала. Интересно, что будет в следующий раз? Следующего раза не будет. Жанат! Ты прям как Хатику. Ну что, как прошла? Ужасно. Как и договаривались. Идем, садись. Теперь все зависит от тебя. Делай побольше комплиментов. Дари ей интересные подарки. Девушки любят брутальных мужчин. И все, она твоя. Насчет того ужина прости меня, пожалуйста, я был настоящим дураком. Это ты меня прости. Вчера я встретилась с парнем и поняла, что такие, как ты, это редкость. Еще я поняла, что толком ни с кем не встречалась. И тебе и мне нужно встречаться с другими, чтобы мы могли снова начать общаться как друзья. Ты дорог мне как друг. Мне приятно твое общение, но это иногда смотрится странно. Согласись?
Хорошо, как скажешь. Можем быть и просто друзьями. Ну, мне пора. У меня племянница скоро улетает. Ей нужно помочь. Хорошо. Пока. Пока. Да, что случилось? Она предложила встречаться с другими. И мне, и ей. По-прежнему при своем мнении. Пускай тяжелую артиллерию. Хорошо, ладно, сейчас я ей позвоню. Ну вот, я скоро иду на встречу с одноклассниками. Классно. Да. Джанат звонит. Подожди, не бери трубку сразу. Давай. Алло. Привет, Игорь. Что случилось? Я спала. Чего не звонишь? Мы же шикарное время провели. Теперь твоя очередь. Мою очередь чего? Приглашать шикарного парня на свидание. Ты вправду идиот, если ты думаешь, что я соглашусь на еще одно свидание. Все понятно? Вот почему у тебя не было парней. Потому что ты скучная и неинтересная. Скучная и неинтересная? Ну хорошо, теперь я тебя приглашаю на свидание. Так бы и сразу. Договорились. Что делаешь? Ты же вроде говорила, что только одно свидание. Я должна ему отомстить за все мои синяки. И как ты собираешься это сделать? У меня есть идея. Просто позвал бы меня, я бы там всех растолкал. Мне даже шарик не нужен. Все, хорошо. Ладно, давай, брат. Сейчас я подойду. Алло. Джанат, что там у тебя? Да, все нормально, все идет по плану. Что-то не видно результата, она даже не смотрит на меня. Думаю, нужно поднажать. Странно. Он чуть шею свою не свернул. Как ты думаешь, он еще раз позвонит? Не знаю, наверное, нет. Жаль. А у меня был план, как отомстить ему еще сильнее. Думаю, уже достаточно. А вы с ним ничего смотритесь? Ну, спасибо за комплимент. Я хорошо смотрюсь с придурком. Да. Здравствуйте, Цветыгайка Ирина. Я. Здрасте, это вам передали. Спасибо. Вы здесь подпишитесь, пожалуйста. Спасибо большое, до свидания. Спасибо. Мне неудобно за прошлое свидание. Дай шанс загладить вину. Приглашаю в одно милое местечко. Джанат. Блин, почему нельзя просто позвонить? А что ты так оделась? Подождите, милое местечко. Знаю я его милые места. На этот раз я не облажаюсь. Ладно, я пошла. Ну ладно, давай. Может, в другое место пойдем? Ты с ума сошла? Мы в Беладжо. Это лучший итальянский ресторан в городе. Ну ты, может, привыкла кушать свою шаурму. А я люблю себя побаловать. Итальяно перфекто. Я никогда не ела и не собираюсь есть шаурму. О, ты так громко не говори такие слова. Не дай бог какой-нибудь турок услышит тебя. Точно убьет. Очень смешно. О, кого я viju. Voglio tagliare da ristorante Conta Bittegni. Grazie, grazie. Produce la full troppo. Non ti amo troppo, non parlare mai. Ты знаешь итальянский? Конечно. О чем вы сейчас смеялись? Он подумал, что ты моя сестра. С чего это вдруг? Говорит, у нас кадыки одинаковые. Шучу, нос. Ты меня убиваешь своими шутками. Нет, Айгирим, не убирай. Paolo Cini signora. Я Маризара Бетсини. Биноси. Он говорит, у них сегодня акция для мужчин. Каждый платит за себя. Поэтому можешь заказывать все, что захочешь. Grazie, signora. Grazie, signora. Te isti te amo.
А, так вот я тебя... О, кого я вижу! Где ты был? Да, друга встретил, мы с ним в Венеции вместе работали. А, так вот я тебе что хотела О, рассказать. брат, ты-то тут откуда? Классно посидели, да? Ты что, издеваешься? Слушай, поехали, наверное, да? Пора уже. Поехали, собирайся. Папа как? Что с фирмой? Растете? Пообщаемся, посидим, как старые добрые времена. Ладно, ладно, и башка у тебя варит. Подожди меня, кто-то обогнать не может, что ли? А так засыпаешь ты в 9 часов. Ну ты, братан, передай деньги через него и все. Ну ты странный тоже, я искал потом. Тебе не мешает? Может, я... Допустим. Братан, ты вообще Знаешь, странный Джанат, ты человек. кто? Ой, привет. Ты уже дома? Как все прошло? На этот раз он меня унизил в самом лучшем ресторане города. Так что, ресторан все-таки? Я думала, хоккей на этот раз. За весь вечер мы обменялись только 2 словами. Он меня довез и даже не попрощался. Да, мне бы такие страсти. Но с моим такого не дождешься. Эй, ты что, расстроилась, что ли? Знаешь, в такие моменты я понимаю, что хочу позвонить Адилету. Привет, как дела? О, привет. Это тебе. Не обожгись. Спасибо большое. Как работа, не устаешь? Нормально. Как у тебя? Хорошо. Адилет, ты, наверное, обижен на меня. Не обижаю. В последнее время у нас много откровенных разговоров. И, наверное, это к лучшему. Я думаю, что все будет хорошо. Очень на это надеюсь. Я, наверное, пойду. Созвонимся. Пока. Кстати, ты очень красивая. Алло, Джанат? Ты гений. Айгерим сегодня приходила, принесла кофе. И намекнула насчет будущего. Ну вот, я же говорил. Джанат, я не знаю, что мне делать дальше, не хочу облажаться, как в прошлый раз. Может, подскажешь что-нибудь? Ну, здесь, в принципе, 3 варианта есть. Кафе, кино, либо клуб. Хорошо. Спасибо. Давай. Давай. Подъем, Жанна, вставай. Вставай давай. Айка, хорош, дай поспать, а? Ты так всю жизнь проспишь. С сегодняшнего дня я начинаю новую жизнь. И ты, кстати, можешь пропустить это. Да, я же говорила, он тебя сведет с ума. При чем тут он? Я про Адилета. Он хороший. А хорошие нужны только родителям. Я серьезно. Чтобы полюбить Адилета, мне нужно немного адреналина и чуть-чуть негатива, который дает мне Джанат. В общем, вставай, я тебя жду.
Алло, Айгерим, давай быстрее, мы уже опаздываем. Почему так рано? Я еще не успела позавтракать и отправить письмо. Сейчас на заправку заедем, там и покушаешь, там и письмо свое отправишь. А, ну ладно. Хорошо? Все, давай. Здравствуйте, вам помочь? Здравствуйте. 95-й G-Drive залите. Сколько литров? Полный бак залите. Так, G-Drive 95, полный бак, 65 рукав. В кассу оплатите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Слушаю вас. Что вы можете мне посоветовать? Кофе, выпечка. Можно мне тогда самсу Бухара и кофе? Хорошо. Вы можете мне сказать код от Wi-Fi? У нас свободный доступ. Спасибо большое. Здесь всегда уютная атмосфера и свежие продукты. Девушка, здравствуйте. G-Drive 95-й, 65 рукав. Полный бак. Спасибо. Связь Газпромнефть – это не только качественное топливо. Все, успела, все отправить, свои дела закончила? Да. Да? Ну все, собирайся, поехали. Че, не все еще? У вас кафе удобно сделали? Теперь каждый день девочек сюда вожу, кушать. А то в кафе ходишь, начинается тирамису, креветки, бреветки. Ладно, спасибо. До свидания, приезжайте к нам снова. Обязательно. Как умеешь кататься? Я думал, ты на пакете, на пакетборде. Что, думаешь, я маленькая? А что, нет, что ли? Айка? Ой, привет, как Привет, дела? ребят, нормально. Что, тоже отдыхаете, ребят? Да, вы как? Нормально. Кстати, это моя девушка, вот Мерим, познакомьтесь. Очень приятно. Взаимно. Это мой парень, Джанат. Джанат. Бека. Мека? Бека. Джанат. Мека. Бека? Мирим. Мирим. Очень красивые глаза, Мирим. Спасибо. Очень красивая пара. И как давно вы встречаетесь? Полгода. Полгода. Знаешь, Мирим, когда ты влюблен, время очень быстро летит. Годы превращаются в секунды. Я надеюсь, ты тоже встретишь свою любовь. Она уже встретила свою любовь. Ну, значит, повезло твоему парню. А вы что без снаряжений? Да вот мы решили на тарелку прокатиться. Вот видишь, я же говорил. А ты говорила, только лохи на них катаются. Ладно, ребят, увидимся. Ладно. И что это сейчас было? Это моя первая безответная любовь. Кстати, спасибо, что подыграл. Спасибо, в карман не положишь. Что я тебе должна? $300. Что? Да я прикалываюсь. Подожди, не двигайся. Я такая неряха. Ты с этими усиками меня Айдарбаки напоминаешь. Только он чуть красивее, и у него усы по шелковисти. А, да, я знаю его. У него еще, говорят, племянник придурок. А, да? А я слышал, он обаятельный, симпатичный парень. Гроза девушек, между прочим. Ну, не знаю, мне сказали проверенные люди. Еще они сказали, что он не умеет организовывать свидания. Хорошо, я передам ему Айдарбайке. Подожди-ка. Че, я испачкался? Да. Видишь, ни одна ты неряха.
Блин. Ты не мог об этом раньше подумать? Что мы теперь будем делать? С тобой вечно одни проблемы. Как мы отсюда выберемся? Здесь даже сеть не ловит. В смысле не ловит? Блин, реально не ловит. Ладно, сейчас я решу проблему. Все будет шикарно. Ты что, дурак? Хотя, что я спрашиваю? Ты меня до смерти напугал. Идем, я все придумал. Никуда я с тобой не пойду. Ну хорошо, оставайся тогда здесь. Джанат, стой! Проходи. Тут очень холодно. Да, сейчас я чай поставлю, согреемся. А это точно дом твоего брата? Сводного брата. Проходи, чувствуй себя, как у моего брата дома. Ты можешь включить свет? Свет. Блин, тут так все изменилось. Проходи, я пока чай поставлю. У меня же кухня там. Оказывается, я совсем ничего не знала о тебе. Расскажи про свое детство. Наверное, у таких, как ты, был большой спрос девочек. Наверное, уже тогда надувал губки, строил бровки домиком. Ты меня вот таким представляешь? Детство. В детстве я был обычный, худенький, щупленький мальчик. Я не пользовался спросом у девочек. Всегда смотрел со стороны, как танцуют другие медляк. Не знаю, может, из-за вот этого. Худенький, щупленький, говоришь, а ты ни капли не изменился. Спасибо. Теперь твоя очередь. Расскажи мне про свое детство. А то ты мне тоже никогда ничего не рассказываешь. Ну, я была хулиганкой. Значит, ты тоже ни капли не изменилась. Compte de fées. Алло. Здравствуйте, Джанат. Я по поводу заказа. Мы с вами договаривались на 24-е. Вы не забыли? Нет, не забыл. Да, спасибо, что напомнили.
Ну вот, мы можем сегодня встретиться и обсудить? Да, я подъеду. Куда подъехать? Я вам адрес смс-кой скину. Хорошо, я буду. Все, до свидания. Привет, как дела? Я очень доволен твоей работой. Спасибо тебе. Вот как и договаривались. Твои деньги в 3 раза больше. Осталось последнее свидание. Добьешь ее и можешь уходить из ее жизни. Спасибо тебе. Алло? Айгерим, привет. Да-да-да, скоро буду. Еду уже. Ты щелкнул? Да, нормально все. Сам как? Эй, что случилось? Труба на душе хреновая. Так и хочется. Что, давай бухнем, что? Слушай, Бахов, выручи меня. Завтра у меня последнее свидание с Айгерим, и параллельно один заказ вышел. Сходи на заказ. Что, долбанулся, что ли? В смысле? И ты подумай, там красавца ждут, а придет толстый пацан с цветами. Братан, я никогда тебя ни о чем не просил. Да хорош, брат, что за дела? Мне больше некому обратиться. Сходи, что ты? Ну, допустим, я пошел. Что надо делать? Короче, пойдешь, просто перед ее одноклассницами покажешься. Она своего парня стесняется, поэтому меня заказала. Короче, нужно будет просто в кафе в кругу ее друзей посидеть с ней и все. Я тебе сейчас ее номер дам. Давай. Вот ее номер. По дороге в кафе все обдумайте. А как я ее узнаю? Если честно, я ее сам не видел. Но мои клиентки обычно за столиками одни сидят. Прости меня, Джанара. Это все ради друга. А я в это время с Айгерим оставаться буду. А что ты с ней по телефону не можешь расстаться, что ли? Я должен сделать это красиво. Может, это? Нет, это слишком яркое. Нужен его нелюбимый цвет, чтобы бесить его весь вечер. Когда же закончится ваша война? Иногда он мне нравится. Джанат не такой плохой, как кажется. Может, ты определишься? Я запуталась. С Адилетом я чувствую, что меня по-настоящему любят. С Джанатом все иначе. А давай ты сегодня тупо не пойдешь на бал. В смысле? Только так можно его задеть. Он будет долго ждать, таранить в телефон. И все без ответа. Потом поймет, что был отомщен. Пусть знает свое место. Два по 50 сделай.
Ну вот видишь, а ты не верила. А теперь настало время веселья. Все-таки праздник. I can't wait till I get you on the floor, good looking. Hey, going hot, so hot, just like an oven. And I'll burn myself, I just had to touch it. But it's so fine, and it's all mine. Hey, baby, and we don't mind all the watching. Hi, 'cause if this study goes real close, they might learn something. She ain't nothing but a little doozy when she does it. She's so fine tonight. Stop. А я не знал, что ты так классно танцуешь. Да я толком не танцевала. Ты не видел, как я в клубах зажигаю. Научишь меня? Танцевать как девочка. Слушай, ох, совсем холодно стало. Давай я тебе шарф одену, то мозги простудишь. Зато буду свежее. Ассаламу алейкум, мои мурза, хороший ветер, тихо светит луна. По дороге идешь, может счастье найдешь, меня не послушаешь, мимо пройдешь. Есть у меня носки на удачу, красные, белые, синие в придачу. Давай, не робей, 100 сом не жалей. Купишь носки, будешь жить как еврей. Все каждый день начинаешь с ноги, купите на удачу носки. А чё так дорого, 100 сомов? Доллар растет, бензин дорожает, маршрутки бунтуют, таксисты скафнят. Хорошо, выбирай. Выбирай. Ну, мне нравятся эти красные. Отличный выбор, хороший вкус. Такие носки выбирал сам Том Круз. Красный возьмешь, любовь найдешь. До свадьбы эти носки не порешь. Искренне желаю счастья, искренне. Смешной мужик. Да. Давно я так не гуляла. А я люблю погулять. Это полезно. Теперь буду знать. Хороший был вечер. Да. Жалко, что ты так близко живешь. Агирим, знаешь, мне с тобой уютно. Я не знаю, как это будет звучать и как ты это воспримешь, но я хочу искренне открыться тебе. Понимаешь? Я тоже хочу искренних отношений. Я ненавижу, когда мне врут. Давай сразу договоримся, никогда не врать друг другу. Ты тоже не такой, как все. Мне с тобой хорошо, я с тобой во всем забываю. Алло, ты где, брат-то? Мать уже начала, ты чё? Ну, ладно, мне пора идти. Я уже ног не чувствую. Кстати, у моей племянницы скоро день рождения. Я не хочу идти одна. Ну, посмотрим. Спокойной ночи. Пока. Привет, милая. Привет, Баха. А ты где? А я сейчас дома. А чем занимаешься? Я сейчас занята. Давай попозже созвонимся, хорошо? Занята. Угу. Значит, ты меня стесняешься, да?
Привет. Ой, ты меня испугал. Привет. Чего грустишь? Все нормально, просто дел много. Ясно. Я тут подумал, может, сходим поужинаем сегодня после работы? Наверное, не получится. Жанна заболела, мне надо за ней смотреть. Извини. Ясно. Хочешь, я тебя подвезу? Не, нормально все, за мной заедут. Точно? Да, за мной заедет своя племянница. Хорошо. Все. Чё с тобой? Ты чё трубку отключил? Чтоб Джанара не звонила. А чё? Ты чё, изменил с моим заказом? Наоборот. Это она мне изменила. Она меня стесняется, брат. Поэтому тебя заказала. Я ей цветы, я ей любовь, я ей конфеты. Она меня тупо стесняется. Да я чё знал, что это твоя Джанара? Это неправильно, ты не должен так помогать людям. Ты думаешь, мне легко? Я влюбился в нее, брат. Я влюбился так, как никогда не влюблялся, понимаешь? И я не знаю, что делать. Вчера я ее бросить должен был, когда ты к Джанаре пошел. Я не смог ее бросить. Не смог. Я не знаю, что делать. Расскажи ей правду, брат. Как? Это тот лох, узнаешь? Да, знаю. Надо будет проследить за ним. Прям бабки. Бабки будут, не волнуйся. То хорошо, только мне нужен аванс. Давай. Нужно что-то делать. Нельзя так все оставлять. Доводить заказ до конца или признаться Агирем во всем. Идиот. Как ты мог влюбиться? Смотри, на кого ты стал похож. Уже сам с собой разговариваешь. Ладно, что-нибудь придумаем. А где Сулик? Да уже вечно опаздывает. Кстати, знакомьтесь, ребят, это мой друг Жанат. А вы точно друзья? Да, мы друзья. Жанат, знакомься, это моя племянница Нурлиза. Вот поэтому мне нужен временный парень. Жанат, Нурлиза, очень приятно. очень взаимно. Агирем, давай выйдем, поговорим. Хорошо. Мы сейчас придем. Куда вы? Поговорить хочет. Да успеете вы еще поговорить? Давайте посидим, пообщаемся. Джанат, ты прям счастливчик. Я Агирим с детства знаю. Она хорошая девушка. Ты, самое главное, береги ее, хорошо? Да нет, Чурбаки, мы реально друзья. Да ладно, по вам же видно, вы прям светите. Давай выйдем, пообщаемся. О, Сулик! А постой, Как дела? Извиняюсь за опоздание в пробке. Да мы уже привыкли. Че без подарка, как всегда? Подарок там оставил. Опять в машине, что ли? Ребят, что-то мы тухло сидим. Да. Пойдем потанцуем? Давайте. Агирим, подожди. Я хотела тебя спросить, Жанат твой парень? Чего вы встали, девочки? Идем танцевать. День рождения, праздник. О, Адлет. Салам. Да, как мы предполагали, они вдвоем, в кафе сидят, с друзьями. Знаешь, со стороны они выглядят как влюбленная пара. А что ты грустишь один? Кстати, Жанат, я хотела спросить, а тебя моя сестра тоже заказала? У меня чуть другая ситуация сейчас.
Ты, главное, меня не пали, я тебе потом все объясню. Хорошо, рот на замке. Тогда давай потанцуем лучше, давай. Пойдем? Пойдем потанцуем? Пойдем. Что вы делаете? Ребят, можно тост для именинницы? Подожди, можно я перед тобой тост скажу, пожалуйста? Да, спасибо. Дорогая именинница Нурлиза, с днем рождения тебя еще раз. Спасибо. Айгерим, послушай, я весь вечер пытаюсь тебе что-то сказать, и никак не получается. То нас перебьют, то еще что-то происходит. А Дилет? Так ты свой заказ, да, выполняешь, жена? Вы знакомы? Да, Игорь. Я его нанял, чтобы привлечь твое внимание ко мне. Извини, конечно, но у меня не было другого выбора. В смысле нанял? Он встречается с девушками за деньги. И все, что между вами было, это всего лишь его работа. Джанат, это правда? Это правда? Да. Отойди. Игорим! Че надо? Я хотел с Игорем поговорить. Она этажом выше. Игорим, открой дверь, я знаю, ты дома. Что тебе нужно? Милая, ты бы знала, насколько я рад тебя слышать. Пожалуйста, открой дверь, дай мне 5 минут, я тебе все объясню. Просто выслушай меня. Айгерим, я даже не знаю, какие слова тебе сказать, чтобы ты меня простила. Я не знаю, что со мной происходит даже. Я все время о тебе думаю. Я не ем, не сплю. А когда засыпаю, ты мне снишься. Знаешь, все вокруг как будто бы исчезло. Все, что у меня было, все, что у меня есть, оно не имеет смысла без тебя. Я бы все отдал, чтобы тебя не знать, Айгерим. Я бы сильно хотел вернуться в тот день. Я бы хотел время назад перемотать и не познакомиться с тобой, понимаешь? Но это нереально. Уже нереально. Айгерим, я люблю тебя. Открой дверь. Уходи. Джанат, я тебя не виню. Я тебя давно простила. Это твоя работа, ты можешь идти. Блин, Айгерим, как ты не поймешь, мне этого мало. Я хочу быть с тобой всю жизнь. Прекращай этот цирк. Мне пора. Опять испытывает нас. Я не хочу быть один сейчас. Попробую мечтать, и в этот раз мне станет лучше, ведь нам не привыкать. Мы с тобой мечтаем вдвоем и знаем о том, но вместе
Вот и настал конец этой истории. Я начал жизнь с чистого листа. Завязал с прошлой работой, устроился в иностранную компанию. Баха и Жанна готовятся к свадьбе, у них все хорошо. Адилет нашел свою любовь и улетел за границу. Айгерим так и не смогла простить меня. Это жизнь, а в реальной жизни не все сказки заканчиваются счастливым концом. Вам просили передать. Хотя... Любовь за деньги.